Ну что, друзья, вот он, наш долгожданный, любимый сенокос. Сегодня вот в такой команде. Частично у нас уже механизированный сенокос сегодня. Сгребалки с трактором у нас уже помогли, сгребли валки вот такие. Теперь мы просто поправляем, переворачиваем, подсушиваем, делаем копешки. Еще большой участок на той стороне. Сейчас там тоже продолжают сгребать на сгребалке. В общем, если повезет с погодой, то за пару дней должны все закончить. Будем надеяться. А теперь грабли в руки и погнали. Роман, нравится на сенокосе? Ждешь как праздник, наверное, да? Конные сгребалки, конечно, быстрее все. Но я говорю, конные сгребалки быстрее, но качество, вот видишь, валки получаются толстые. И где снизу вот сено немного не подсохло, без ветра оно уже похуже высыхает. Нужен ветер, чтобы сквозь волок проходил. И он, как видим, остается. Вот сколько осталось. Это хорошо, когда угол много, сена много. Раньше, когда совхозные луга были, частникам вообще давали участки в кустах, вот таких вот, вдоль озер, там, вдоль болот. Это потом уж начали давать, раньше и того не давали. Совхоз все выкашивал вручную. Народ добывал сено кто где может. На лесных полянках, лужайках сами разрабатывали себе участки в лесах. Вплоть до того, что на болотах заготавливались траву, чтобы было кое-как продержать скотину. Зато налогами сено участки не давали, а налоги были. Сдать столько масло, мясо государству. Все было. Теперь есть луга. Скотину держи не хочу. Но никто скотину не держит. Не то что никто, очень мало. Скажем так. Волочки поправим, уберем вот эту заячью капусту, потому что она не сохнет очень долго, и потом начнем делать копешки, чтобы потом загрузить на тележку и сразу отвезти. Güzel ucalım hacı. Sen ne konuşacaksın?
Все, Роман, работа закончилась. Можно домой ехать. Вон эти сгребай тоже, видишь, что поставляли. Итак, первый этап работы позади. Волки собраны, поправлены. Не собранная трава вся собрана, сено, то есть. И приступаем ко второй части. Это делаем копешки для дальнейшего погружения их в трактор. Пока делаем копешки, сено лишний раз сушится, шевелится, подсыхает. В общем, наша задача собрать это все волки, вот, которые мы собрали уже в копешки. И в дальнейшем будем грузить. Что, зуб сломал? Нет, там не было. Он же вареный был тут. А что, у тебя коротких вилонетов, что ли? Видно, да, все. Боюсь, грабля сломается. Боюсь, не поднимем мы туда, сейчас это легнем. Стоп. Упала шляпа. Упала шляпа. Упала на пол. Ветром шляпу унесло. Сюда что ли шнем или как? Дальше она не пойдет, наверное, уже. Так, где-то отсюда нет, вот отсюда возьмем. Это опять же сверху, наверное, накопил. Можно было еще, нет? Вдруг по рукам ударит. Раз копешка, два копешка. Там это колея, потому что. Угу. Раз копешка, два копешка, будет песенка. Че, пусть так и будет, наверное, да, что копнут или? Это можно сразу сюда. Весь луг колеи нарезано, блин. А тут раньше на тракторах на тракторах ездили, срежут, получается колея, а по колее ехать не хотят, они по лугу едут, нарезают новую колею. И так до бесконечности весь луг вот в полосках. Скажи, председатель, кому нужны эти колеи? Раньше с лошадками-то, наверное, таких не было. Раньше и ни кустов, ни ничего, вот это все скашивалось, все совхозу вручную, блин. А теперь готовые луга зарастают. Что, вниз спускаем, да? Что, говорит, не высохло, у нас все это. Нет, сено нормальное. Так что тут шевелем, там шевелем, а наверх. Подсохнет. Конечно. Лошадиное вроде кажется, что это, а все равно воздух-то
Если бы еще ветерок, вообще шикарно было. Блин, боюсь, я это граблю сломаю. Я брал пластмассовый, он тоже брал. Не, пластмассу это... Еще. Ну, давай. Как-то вот так вот. Вон, наверное, снизу, как раз вот по этой улице Сен-Эдмуна, да и все. Завершающий этап. 16-я копешка. Копна. Закоптили. Что, теперь на другой луг поедем сразу, да? А, что, приедет трактор? Там уже все сгребано. Сгребано. У кого у Дениса телефон есть? Ага. Ну вот и все. Лужок чистый. Соседи там раньше покосили уже. Молодая травка пошла. И скоро тоже пойдет. А те соседи еще в этом году нет. Еще не скошено. Это изначально не было, наверное, лугов. Кусты же были тут. Это все кусты выкашивали. Природой же луга такие не делали, наверное. Лес же тут стоял. Нет, вообще изначально природных лугов же таких не было, наверное. Это же тут не степи. «300 лет татары гнули, не могли нас согнуть». Аккуратно вот здесь ходите, дырка. На сенокосе так загнули. 300 лет не разогнуть. А надо это же тут валялась, фигня какая-то. Мы ее и унесли, она там стояла. Нет, отдельно валялась палка. Палка отдельно. Яму просто сунуть ту палку отдельно. Так я вытащил из этой ямы, чтобы брать. Все, ждем трактор. Перерыв. Вот снизу чуть-чуть кисловато. Сверху нормально было, пока пил. Сено, Николаевич, для кого? Для коровы. Для коровы. Да. Корова что дает? Корова дает молоко, сметану дает. Что вы пьете сейчас? Сейчас я ничего не пью, потому что кончилось. Молочко. Коровка сначала съест сено, потом даст молочка. Сколько корова дает молока? Она не дает, это мы у нее берем. На самом деле. На лугах обязательная традиция, должны пить молоко. Это в любую жару. Вот привозишь холодное молоко куда-нибудь в тенечек, ручей. И обязательно все пьем молоко. У нас еще не полноценный обед, так, короткий перекус. Молочко, сухарики. Немножко сейчас перекусим. Ждем трактор, чтобы отвезти вот все эти копна, загрузить эту тележку. И трактор поедет в деревню. Ну а мы поедем на следующий участок. Вот в начале этого луга участок. Раза два, наверное, больше этого. Будем дальше сгребать, подгребать, делать копешки. В общем, друзья, работы хватает. Так, вот и трактор подоспел. И теперь по-быстрому будем подъезжать к копешке, накидываем, сверху расправляем все, поправляем, утрамбовываем и едем на другой луг.
обратно поехал? Че такой счастливый? А? Че такой счастливый? Вставай, она сейчас закопает. Сюда, Леш. Леха. Сюда. Еще одна копешка. Обязательно. По столбам, как раз. Не, пару копешек бы еще влезло. Так, потихоньку теперь на край не ложи, потихоньку сужаемся. Даже не потихоньку, а так нормально. Главное вот так вот нахлёст, чтобы связать вот эти, получается. И топчемся посередке. Все, потихоньку сначала расширялись, теперь потихоньку сужаемся. Как что?
сделали порядочек на одном углу. Прибрались, все подмели. Лук был грязный, теперь лук чистый. В этом году пораньше, да, получается, здесь косили? У людей обычно уже утованы будма. А, позапрошлый год вам в сентябре, да, делали? Я была тоже в отпуске в июле, в конце июля тоже. Ну что? Вот и практически все. Осталось подмести края, прочесать края. Все уже, да? И все. Лёджу чомора, думаю, это чомор, надо только тебе допустить. Кто-то едет выгружать, кто-то едет копнить или копновать, как правильно? А? Делать копно. О. Роман так быстренько свистнул, чтобы на сене не ехать. Рыбки еще можно взять, да? Обратно все сено привезем. Круг сдадим нахуй. Зачем привезли? А что мягче ехать было, да? Поедем, красотка. Чем не рай, да, Серега? Какие была бы твари еще. Они нормально, они же бегают, они не кусают, они щекотят. Это как рыбки гуппи. Пятки чешут, да? Да. Чтобы короста не покрылся. Вот, друзья, приехали до места. Теперь наша задача выгрузить это сено. Сколько раз это сено? Туда, сюда, да? Да ладно, вот когда, если погода дает и все сохраняется, когда 100 раз одну и ту же работу делаешь, раскидываешь, сушишь, это хуже некуда, блин.
А погода-то? Нормально. В этом году с мая лето наступило. Мы уже в мае загорали. На охоте. Жара стояла 30 градусов в мае, блин. У нас хоть дожди изредка, а где-то и дождя не видели по России, блин. Все засуха, говорит, травы нет, сенокоса нету, говорит, все сгорело, говорит, на корню, блин. Не растет, да? Все, желтый, все. Колючий, говорит, босиком так хоть гуляла. Сейчас вообще, говорит, нет. Вот как вот по дороге. И вот такие трещины, нахуй. Пустыня. Я боюсь, как бы вот это не сломалось. Крайняя жердина. Улечу. Все по новой перекладывать же придется. Слышите, что? Еще немного. Еще чуть-чуть. Здесь то же самое. Основание должно быть узкое, потом расширяем и под верхушку опять сужаем, чтобы дождь стекал по траве и не пропитывался в сено. Да-да. Вдруг кто-то решит заняться сельским хозяйством. Сейчас, наверное, таких желающих уже немного. Те, которые всю жизнь жили в деревнях, почему? Те-то и так умеют, им объяснять надо. А городские, наверное, навряд ли начнут. Все с нуля. Верхушка стога должна быть как можно идеально поострее, чтобы не было впадин, чтобы в случае дождя дождь не просочился внутрь стога, иначе все сено будет испорчено. И главное, чтобы сейчас не было сильного ветра. Если ветра не будет, оно ровненько так сядет и будет своеобразный зонтик. Давай сюда. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так вот. Вот сюда. Вот. О, нормально. Лишь бы ветра сейчас не было, а то всю конструкцию нашу разнесет. Ну вот, в принципе, разгрузили тележку одну сено. Две еще навряд ли успеем, одну бы успеть, да, хорошо было бы. Вот, друзья, первый фронт работы сделали, застоговали одну тележку сена. Где-то здесь Денис сказал 1,5 тонны. Где-то 1,5 тонны. Нам еще надо вот это забить и вот это забить. Этот кусочек стога остался с прошлого года, сено осталось. Вот если это мы все забьем, если нам погода даст, то если оно не спреет, если сохранится, то хватит на зиму держать скотинку, коров, бычков и все такое. В прошлый год было столько же, 2 коровы держали. Все, друзья, погнали за вторым рейсом. Третий. Макс, поехали с нами? Не хочет? А тут желание не спрашивает.
там даем никак? Там даем никак? Понятно. Нет, это ты просто... Все, погнали вторым. Ну, Сергей Николаевич, нравится тебе все это? 5 минут полет нормально. Конечно, нравится. Романтика. Вообще, целый год мечтаем об этом. Каждый день, ну, когда же ты такой, а? Я сколько дней ночей не спал. Ждал этого дня, этого часа. Этого приглашения. Не знаю, успеем ли третий рейс, но второй раз поехали, уже, наверное, привезем. Вот он и приехал, почти 3 раза снимаю. Я вот тоже. День короткий, если ночью возить не будем. Вот смотри, вот, да, каждый год рушится, тоже обваливается. А вот этот, тут же дорога была, да, в течение одного года, одной весны просто промыла, земля провалилась, видишь, какой овраг стал. Это может все-таки вот то, что буровая, эта вода выходит, земля там обваливается, что-то нет. Может быть, просто овраг стал, блин, земля провалилась за один год. Сделали другую дорогу. На машине тут ездили. Спокойно, да, все четко было, вон, провалилась земля. А что уже сколько? Лет 70 уже вода вытекает такой струей мощной. Какая же пустота там должна образовываться, блин. Насос с печеры качает. Да. Вечный двигатель. Вот тут бы, да, гидростанцию построили бы, да, вентилятор какой-то, блин. И вырабатывало бы, блин. Дом построить сюда и бесплатная электроэнергия, блин. Мне кажется, поп что-то снабжало. Поп что-то слабовато, наверное, было бы, наверное. Ну, какие необходимые. Вот так что столько энергии, природной энергии теряется, ёшкин кот. Бригада УХ работает. Шевелил, скорее всего, молока внутри. Они только-только начали, обедали, наверное, скорее всего. Нас кормить не буду, да? Ну, как попросим, наверное. Хорошо попросим, может, дадут кусочек хлеба с молочком. Так, бригада УХ уже покушала. Понти-монти. На чайковскую хоть поставить. А там что, чай или это вода? Вода. А подогрее. Вон. Кто-то уже пообедал, нам только еще обедать. Мы будем долго обедать, да? Так, что там есть съедобного? Ничего не нашел? Он, наверное, здесь. Как, кипит? Это что? Война войной, а обед по расписанию. Да у вас, наверное, расписание. Приятного аппетита, Николаевич. Ну, вам того взаимного. Это миленькие лицо, диетическое. Ох, маль, это не зима. Вот так и стой целый день. Пусть моя ютуберская голова немножко отдохнет от камеры. Макарон. Это кому? Господи. Это тебе. Это тебе. Яичко. Диетическое. Хлебушек потом. Скушать, милое яйцо диетическое. А такой заварной, да? В общем, друзья, рекламная пауза. Мы сейчас немножко перекусим. Чайковского попьем. И вот фронт работает. А сколько домой пойдем? Как стемнеет, да? О, Дениска уже
Чайковского организовал. Может, туда заварим сразу, нет? Как это? Пожалуйста. Как его? Нет, вот сюда мне ливани чуть-чуть. Все, друзья, рекламная пауза. Что, пообедали? Ну. Можно опять поработать. Хорошей июльской ночью сенокосные луга. Что не говори, а техника это есть хорошо. Вручную это намного дольше. Ну что, пойдем и мы поработаем. Трактор основной сгреб на конной сгребалке. Нам остается только подобрать остатки сена, то что не забрал трактор. Разворошили осиное гнездо, сейчас покажу. Вон там они лежали. Вот оно. Вот. Вот. Вон сколько ос там. Туда я ближе не подойду. Здоровенное осиное гнездо, вот площинки. Вот, разворошили, и там осы. Туда я не пойду.
Так, сколько копешек осталось? 20, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 копешек осталось. Осталось 19 копешек. Купил.